Проезд по пешеходному переходу – самое частое нарушение среди велосипедистов и самокатчиков. По правилам, перед зеброй нужно спешиться и пройти ее пешком. На перекрестке улиц Татарстана и Марджани мы с инспекторами стояли 10 минут и зафиксировали 10 нарушителей. Почему не спешились? Так получилось. Будет социально-административный материал, штраф будет в размере 800 рублей. В основном свои нарушения велосипедисты оправдывали незнанием правил, так как недавно ездят на двухколесном транспорте, или спешкой. У меня был заказ, поэтому я поспешил, и вот так получилось. Пока еще не знаю, что нарушил, не сказать уже еще. Согласно правилам дорожного движения, велосипедисты и лица, управляющие средствами индивидуальной мобильности, должны использовать для движения специальную полосу. В случае отсутствия данные лица могут передвигаться либо по тротуарам, либо по крайней правой полосе движения. 800 рублей не самое страшное, что может потерять велосипедист, нарушая правила. Так, накануне в Нурлатском и Кукмарском районах погибли 2 мужчин. В Кукмаре велосипедист ехал по встречной полосе, потерял управление и оказался под колесами прицепа трактора. В Нурлате велосипедист при перестроении с правой крайней полосы на левую встречную не подал сигнал левого поворота и не уступил дорогу Мазде. В итоге иномарка наехала на водителя двухколесного транспорта. Оба нарушили ПДД. Я был неоднократно свидетелем того, что на большой скорости проезжают велосипедисты, и особенно на электрических самокатах. И были случаи, что налетали на людей. Водители же в этом вопросе неоднозначны. Некоторые винят собственную невнимательность, другие – солнце, третьи – велосипедистов. Несколько раз передо мной просто пролетало вот так вот. Раз велосипедист, два велосипедиста, особенно эти самокатчики. Они просто такие отвязные ребята. Вот. Но в целом, и водители тоже бывает нарушают и не видят, и бывает вот блики, сейчас лето. Очень опасаюсь, на пешеходных переходах никто не спускается с велосипедов, и достаточно много опасных ситуаций. Однако даже соблюдая правила, можно оказаться под колесами. Так в Заинске 9-летняя девочка попала в больницу. Она по всем правилам, спешившись с велосипеда, переходила улицу. В этот момент ее сбил автомобиль. Вот именно поэтому Ольга Ипатова учит ребенка правильно переходить дорогу. Уже с 4 лет уже объясняли правила. То есть, если переходить дорогу, нужно обязательно спешиться, не гонять. С начала года в Татарстане произошло 104 ДТП с участием велосипедистов. В результате происшествий погибли 6 человек, 99 получили травмы. Павел Драгунов, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань.